Симфонию начал писать молодым. Вот может напоминает не Бетховен, как раз Моцарт еще. Помоложе вас начал писать. Но поскольку тогда, когда Шуберт был молодым, новый стиль романтизма рождался, еще никто не знал, что он будет называться романтизмом, что это вообще новый стиль, то Шуберт поначалу, как симфонический композитор, использовал сильное влияние симфонии Гайдна, Моцарта и Бетховена. И поэтому раннего симфонии, первая, вторая, третья, в общем, все до восьмой, эти симфонии хорошие, но очень похожи на то, что писали до него Бетховен, Моцарт и Гайдн. Они еще больше не классицисты. То есть не надо думать, что если Шуберт романтик, то все не романтическое. Нет. Он ведь сам этот стиль создавал. И у Шуберта здесь особая заслуга. Поясню, какая. Вот, к примеру, в Германии Карл Мария фон Вебер создал уже романтические оперы, концерты, увертюры. Это он сделал. А романтическую симфонию я им создавал именно Шуберт. Не Вебер. А потом уже будет Берлиоз, Мендельсон, Шуберт, после Шуберта. Поэтому он эти симфонии. Да, проходите. А это сложная задача, это жанр в новом стиле, совершенно обличии. Поэтому к этому романтическому стилю подходит в двух последних симфониях, 8 и 9. Собственно, это и есть величайшие симфонии. Получается, у Бетховена много великих, у него только 2. Верно. Но зато это действительно следующие великие после Бетховена симфонии. Теперь, в чем еще их особенность? В симфонии номер 8, а вы ее будете изучать, он продолжает традицию Моцарта и Бетховена в том смысле, что эта симфония у него лирика-драматическая. Лирика-драматическая. А вот в последней симфонии, 9-ю симфонию еще называют Большой симфонией. Она в тональности мажор написана, но называют не по тональности, а по размерам. Почему большой? Все просто. Потому что 8-я небольшая. Это не официальное название. Просто в 8-й только 2 части. А в 9-й, как положено, 4 части. Так вот, если 8-я симфония совершенно романтическая и романтическая по стилю, а по содержанию, по характеру лирико-драматическая, то 9-я симфония напоминает нам вид симфонизма лирика жанровая. Если он напоминает, я вас невольно ввел в заблуждение, вот почему. Потому что напомнить можно лишь то, что было. То, чего не было, напомнить нельзя. По сути, Шуберт, 9-я симфония, создает новый вид симфонизма, новой симфонии. Не жанрово-бытовой, как у Гайдна и раннего Моцарта, не лирико-драматический, а лирика-жанровая. Это название вида симфонии означает, что в этой симфонии ведущие образы а. лирические и б. жанровые. Моцарт, а потом Бетховен соединили лирические образы, драматические. Шуберт пошел дальше. Лирические и бытовые, или жанровые, говоря по-французски. Так, обе симфонии великие, обе репертуарные, но с ними подошла любопытная история. Я напоминаю, что когда Шуберт умер, многое было потеряно из его наследия. Никто ведь не ценил. Вспомните, даже у Баха, который оставил завещание своим детям, оставил рукописи, дети половину выбросили, половину продали, отнесли к нему очень легкомысленно и безответственно. А у него этого не было. Не было тех, кого он мог оставить. В семье это полный разрыв. Поэтому, когда он умер, публика знала лишь его 9-ю большую симфонию, восхищалась ею. Ах, какая симфония! Потом прошло около лет 20, и в городе Вена Роберт Шуман нашел рукопись 8-й симфонии. Нашел, послушал, восхитился, был потрясен и понял, что перед ним может быть самая великая симфония Шуберта, 8-я. Так вот, 8-я симфония. Она написана в тональности си минор, поэтому часто называют симфония си минор, которая номер 8. А еще называют часто неоконченной. Почему? А в ней только 2 части. И вот уже 150 лет музыканты спорят. То ли она неоконченная, то ли она неправильная. Напомню, в классической симфонии 4 части в определенном порядке. Здесь только 2, 1-я и 2-я. Может, он действительно успел закончить. Но, с другой стороны, 9-ю потом дописал. То есть, получение не закончил не потому, что не мог, а либо не хотел,
Так, либо, это тоже теоретически возможно, либо рукопись 3-й, 4-й части, если не были, так и пропала. Может, когда-то найдут, может быть, никогда. Но есть только 2 части. Вот почему не оконченные. Правда, потом уже, в более позднее время, музыканты будут писать симфонии из 3 частей, и из 2, и 1, и это никого не будет удивлять, и их не будут называть неоконченными. Я, например, когда слушаю симфонию, повторю, может быть, потому что много слушал, давно слушаю, я не испытываю ощущения, что в этой симфонии Шуберт не сказал всего того, что хотел. По-моему, все сказано там. Но, может быть, еще другие замыслы. В общем, спор остается, и, может быть, никогда не кончится. И традиция осталась называть ее неоконченной, unfinished по-английски. Так вот, именно Шуберт после Бетховена показал себя подобной традиции. Почему? Потому что там мощные драматические и трагедийные и героические образы. Но ведь потом будут великие симфонисты. Будет Мендельсон, будет Берлиоз, будет Шуман. Верно, у них такого не будет. Такое после Шуберта в симфонии немецкой, по крайней мере, встречается лишь у Брукнера и Мальдера, великих симфонистов второй половины XIX века. Так что здесь не происходит и Мендельсона, и Шумана, и Берлиоза в этом. Воплощение образов драматических и трагедийных. Когда слушаешь симфонию, испытываешь странное чувство. Никак не можешь эту музыку соотнести с обликом Франца Шуберта. Вы видели его портрет. Немного забавное лицо. Лицо совершенно не героическое, не бетховенское лицо, а музыка, я сказал бы так, бетховенская, по силе, по мощи, по размаху. То есть, понимаете, внешность может быть обманчива. Как сказал один философ, не все выглядит таким, какой оно есть на самом деле. Да, сейчас, видите, замучил меня. Итак, 2 части. Первая, как положено, быстрая и, соответственно, драматическая, и вторая, медленная, лирическая. Гениальная музыка. И здесь Шуберт делает ряд находок. Напоминаю, это не просто новая великая симфония, это симфония в романтическом стиле, где главное чувство, переживания. Это, повторяю, прежде всего, мир чувств. Очень разных. Какая лирика здесь? Вот этим отличается от Бетховена. Напоминаю Шуберта, его герой обычный простой человек, не боец, не победитель, как Бетховен. Слабый, со страхами своими, с готовностью бороться, если нужно, за свою жизнь, но не уверен, что он победит. Он такой, как мы. Поэтому здесь лирика и грустная, и элегическая, от слова элегия жалобная, и скорбная, и порывистая, возбужденная, и тихая, спокойная, светлая, нежная, и мечтательная, очень разная. Но, в отличие от бетховенской, ее никак не найдешь мужественнее. Она очень чувствительная. В этом смысле повторяет традиции Моцарта. Итак, лирика прежде всего. А еще есть образы повествовательные. И вот здесь я хочу подчеркнуть. Шуберт вводит в симфонические произведения, в симфонию новые образы. Повествовательные, говоря по-иностранному, эпические. И потом очень многие композиторы романтики будут также показывать эти образы, рассказывать, повествовать в симфониях, начиная с Шуберта. Потом дают много Мендельсона, у Шумана, у русских симфонистов, Брукнера, Мальдера начинает это Шуберт. Кроме того, он взял у Бетховена идею вступления. Вступление, помните, в 5-й симфонии. Но у Бетховена вступление в 5-й симфонии – это голос судьбы, который требует и вызывает человека на бой, на схватку, которая, повторяю, колотится даже не рукой, а ногой в двери. У Шуберта в этой симфонии вступление иное. Это не вызов, это приговор герою. То есть битва и не должна стояться. Ты можешь не уходить в битву, ты уже приговорен, только прими это к сведению. Поэтому музыка не суровая и повелительная, а мрачная, тяжелая. Обращение внимания на выбор тональности. Со времен Иоганна Себастьяна Баха тональность минор, си минор, стала восприниматься музыкантами как тональность черная, тональность смерти, тональность страдания, тональность скорби, отчаяния. Вот такой здесь ее и показывает. Кстати, еще маленькое уточнение. Почему есть аргумент в споре у сторонников того, что симфония не закончена? Объясняю почему. Он действительно есть. Вы играли уже какие-то сонаты,
Пусть не целиком, но играли первая часть или последняя. И вы знаете, что в любой сонате и в любом сонатно-симфоническом цикле, неважно, соната, симфония, концерт, первая и последняя часть обязательно в одной и той же тональности. Это создает целостность цикла. А здесь, конечно, не так. Первая тональность, первая часть си минор, вторая часть, она же последняя ми мажор, то есть другой тональности. Так что можно соглашаться и с тем, нет, он и не закончил. Где родная тональность? Нет ее. Так, теперь, так вот, вступление мрачное, приговаривающее героя к смерти. И очень может быть, что если бы объявилась эта неизвестная нам последняя или последняя часть, то вот этот приговор, вернее его исполнение и трагический конец были бы там. Здесь, поскольку вторая часть иная по характеру, нет трагического конца, но трагедийный образ есть. При всем том, что он выглядит так забавно, в музыке у Шуберта в этой симфонии, в первой части, мощные трагедийные образы. И здесь он достигает уровня Бетховена. Это, повторяю, очень сложно дотянуться до такой вершины. Итак, первая часть. Первая часть, сонатная форма с большим вступлением. Вернее, простите, оно маленькое как раз. Оно большое не по размеру, не по числу тактов, а по значимости. Как и Бетховен, вспомните 8-ю сонату Бетховена, великую сонату. Вспомните вступление, вернее, музыка вступления, тема вступления звучит в начале разработки, а потом звучит еще в конце репризы, трижды, напоминая себе. И каждый раз меняется, судьба все более сговорчиво делается. Так и у Шуберта. Вот эта тема, я сейчас наиграю, звучит несколько раз. Но в отличие от бетховенской темы судьбы, а герой там судьбу берет за горло, покоряет, побеждает, поэтому она смягчается. Здесь у Шуберта иначе. Это не судьба, это приговор героя. И приговор остается одним и тем же. Поэтому как в начале и в конце сурово, мрачно. Кстати, потом эту идею у Шуберта возьмет Петр Чайковский. Вот эта знаменитая тема. Послушайте ее. Это уже не мотивчик, как Бетховен, это именно тема. Прозвучало. И мы ждем, что будет дальше. А дальше как в жизни. Когда человеку сообщают такие вещи, начинается волнение, переживание. Как, почему, за что, не может быть. Начинается страстная, взволнованная музыка. И начинается экспозиция, главная партия, главная тема. Главная тема вам напомнит наверняка другую известную тему. Вы скажете, ах, это похоже на. Вы это скажете. Так вот на самом деле наоборот. Не это похоже на, а на что вы скажете. А у того, кого назовете, его мелодия похожа на вот эту. Потому что вначале появляется Шуберта. Вот эта мелодия, главная тема. Ну что, не узнали, нет? Понятно. Бедные вы, бедные. Это уже ваше поколение, малообразованное. Студенты, пианисты, другие десятилетия сразу узнавали. Узнавали Петра Ильича Чайковского, балет «Лебединое озеро». И знаменитую тему оттуда. Вы уже этого не знаете. Ладно, это ваша беда. Так вот, сама вся тема уже взволнованная и печальная одновременно. Но взволнованность усилится вот чем. Прежде чем тема прозвучит, струны начинают играть повторяющуюся, то есть остенатную, ритмическую, мелодическую фигуру. Так, у нас партитура, да? Сейчас попробую партитуру изобразить. Клавиров, господа, нет. Зато у нас теперь 3 партитуры есть. Так вот, в свое время звучания темы струнная играет такую фигуру, и передает волнение, порыв, биение сердца. Вот это тема, образующая контрапункт. Сейчас, минуточку. Вот такой постоянный ход. Так, господа, поделитесь сами как можете.
Больше их нет, в ближайшее время не будет. Так, сейчас я открою закрома Родины. Да, Господи. Так, океан. Австрия. Шуберт. Не понял, где он, почему не играет. Ах ты, Господи. Сейчас, минуточку. Вступление. Маленький комментарий. Этот мрачный характер вступления, этот приговор, создан вот таким приемом. Заметьте, нижний регистр. Отсутствие всякой пульсации метра. Дальше. Струнные, играющие в унисон, то есть монодия. Монодия может притирать впечатление. И суровости, величия, строгости и ужаса. Так вот здесь это. И вот потом начинается главная партия. Обратите внимание, она очень краткая, по-бетховенски, лаконичная, но какая колоссальная разница между началом печальным, жалобным, грустным, взволнованным и вот таким отчаянным концом. То есть на протяжении самой же партии Шуберт дает мощное образное эмоциональное развитие. И еще больше контраст возникает здесь между, собственно, главной партией и побочным. Сейчас вы слушайте. Это тоже лирика, но светлая, счастливая, благополучная. Мелодия в этой партии совершенно песенная. И вот теперь запомните еще одну важную вещь. Я говорил о том, что для Шуберта песня была главным жанром. Он настолько привык их писать, настолько мыслил по-песенному, что многие темы его увертюр, симфонии напоминали темы песен. И здесь то же самое. Поэтому в связи с симфониями Шуберта, его симфонической музыкой, музыканты вообще говорят о песенном симфонизме, имея в виду то, что многие темы его симфонии — это темы не инструментальные, а именно песенные, вокальные, напоминающие его песни. И вот побочная партия здесь гораздо больше главной. То есть он кладет большую нагрузку на ту чашу, где побочная партия. Лирика светлая, счастливая, она занимает больше места, она оттеняет, уравновешивает это мрачное вступление, взволнованное. Тональность побочной партии необычная. Не доминантовая, а субдоминантовая. Почему? Он уже романтик, а романтики стремятся к красочности. Поэтому соль мажор, то есть терции ниже, или говорить терциово сношение. Ну все, закрыли на главную партию. Ох ты, Господи. Ну, такая красивая песня, мелодия, светлая, счастливая, нежная, ласковая. И вот он ее излагает, переизлагает, развивает, тареет и делает все более, повторю, счастливой, радостной, нежной. Но, чтобы мы не забывали о том, что нас ждет драма, и что она была объявлена главной партией,
он в серединку этой самой партии побочной вставляет куски, которые вот это поток радости, излияния прекращают. Напоминание, как будто все хорошо у человека, чуть я прекрасно, вдруг сердце порвалось, укололо и забылось. Итак, побочная партия. Красиво ставили виолончели в начале, а там играли, помните, скрипки. А теперь только скрипки подхватили. Удар колокола. Самое нежное момент звучания флейты и солирующая скрипка. И все померкло, потускнело. И тишина ожидания, что же будет дальше. Так, теперь обратите внимание на две важных вещи. Вы слышали уже третью, пятую кусочки из шестой симфонии Бетховена. Вы слышали у него в симфонии главные партии, побочные. И замечали, надеюсь, такую вещь. Вот Бетховен начинает побочную партию. В ней свой характер. Он будет своим до конца. Ничего в побочную партию, в этот характер не будет врезаться, вклиниваться из главной партии. У Шуберта иначе. Как начинается она? Светло, мягко, нежно, безмятежно. И как вторгаются куски музыки драматичные, трагически напряженные, напоминающие, тебя ждет борьба, даже не борьба, смерть, приговор. И это дважды. Какой мощный контраст возникает. То есть, во-первых, Шуберт вставляет в побочную партию образы, характеры, напоминающие главную партию. Во-вторых, вы заметили это, Шуберт драматизирует побочные партии, драматизирует лирические темы. Так потом будут поступать некоторые другие композиторы, например, Брамса. Это его способ. Так поступает именно он. И заметьте, разработка еще не началась. Это делается еще в экспозиции. То есть там, где еще не положено развивать, но уже здесь развивает. Но Шуберт, хоть и романтик, в этой симфонии уже, тем не менее, некоторые традиции ставит. Какие? Он просто аккуратненько всю экспозицию повторяет. Вот сейчас закончилось, и опять все по новой. Начинается разработка. И вот то, что было предсказано в экспозиции, в главной партии, в этих неожиданных взрывах отчаяния, ужаса, в побочной партии становится главной разработки. Колоссальное напряжение, бетховенский размах, бетховенская сила. Калдеберой еще пытается что-то спорить, добиваться его, доказывать, что нет, это ошибка, это не так. Это не меня ни за что. Разработка огромная, и разработка как Бетховена в два этапа, в две волны. И каждая более напряженная, чем предыдущая. Каждая кончается мощной кульминацией. И вот в разработке он использует не только главную тему побочную, он использует и тему вступления, самую суровую тему приговор, условно говоря. Вот начало первой волны разработки. Заметьте, она кончается как тянущийся аккорд-педаль,
и сухо, бесстрастно падающие звуки контрабаса. Пам, пам, пам. В бездну, как будто проваливается. И начинается мрачно, тягуче. Появляется тема вступления, но теперь она звучит не один раз. Она звучит. Потом, вступая в другом голосе, эта тема. В третьем возникает диалог, своеобразно фугата. Как будто этот приговор повторяется, утверждается и тем, и этим. Все согласны, все, да, будет так, уже ничего не изменишь. Поэтому очень мрачное начало. А сейчас будет фугата, то есть кусок музыки похожий на фугу, где вступает один голос, другой, третий. Еще в более нижней глубины регистра. Тягуче, напряженно, мучительно, отчаянно. Это реально понятно. И тогда он не в коня корень. Смотрите, здесь она туда придете. Первая мощная кульминация. Молодцы, все правильно. Видите, какие мощные кульминации. Вот здесь кончится первая волна. И начинается вторая. Шуберт находит новые, еще более... Позвольте минуточку. Так, покажите мне, если я остановился. Все правильно. Так вот, заметьте, что звучит на кульминации. Звучит, да, тема вступления у всего оркестра в диапазоне в 5 октав, фортиссимо, тутти. Тональности ми минор. Почему я это подчеркиваю? Ми минор тональность субдоминанты. Кульминации в 95 случаях 100 звучат в субдоминантной тональности. И вот когда звучит тоника, и уже приговор окончательный, обжалованию не подлежит, так понимается смысл этих повторов. Начинается новый раздел. И вот здесь появляется новый материал. Вот эта фигура у струнных, новая ритмическая мелодическая фигура, как волнение, переживание, она накладывается на то, что звучит в басу. А в басу опять тема вступления. Но, во-первых, не вся, а во-вторых, измененная. Как будто вы знаете, приговор вам повторяет, но почему-то последние слова уже выбрасывает и меняет их смысл. И можно понять по-другому, поэтому... Этого нет. И остановка. Как будто тот, кто принял приговор, не знает, произошли дальше. И будет ли это самое дальше. Так вот, это новый этап борьбы. Это еще более драматичный, напряженный кусок. Я не могу соединить всю партитуру, поэтому лишь обращу внимание на главное. Потом появляются новые ритмы и новые мотивы. Появляется пунктный ритм. Там-тадам-тадам, который традиционно связывается с времен еще Генделя, Себастьяна Баха с музыкой героической. Музыка отчаяния, протеста, несогласия, борьбы. Дальше возникает то, что наслом тираты. Здесь возникает героический образ. Герой не сдается, пытается бороться до конца. Музыка делает отчаянно напряженная. И теперь от темы вступления стоят лишь куски. И она идет уже не вверх, а вниз. И это приводит к новой колоссальной кульминации. Так. Сейчас покажу. Значит, там, где остановились, это уже место дальше.
Слушаем. Стоп, стоп. Это что за шутки? Извините. Не понял. Это кто ж так? Ах ты, Господи. Совсем интересно. Да. Придется мне разбираться дома с этими записями, с этим разделением. Я не знаю, в чем дело. Как вы понимаете, сейчас звучит уже реприза, а никакая не разработка. Ох, как обидно. Сейчас, минуточку. Я поищу целую симфонию. Так, Австрия. Дело в том, что у нас, как правило, хранятся там в медиатеке записи произведения данного в целом виде и разделенного на партии для того, чтобы можно было, чтобы можно было не на партии, да и на партии, на части, чтобы он любой кусочек сразу просвоился. Сейчас я открою. Так, дальше. Все правильно. Все, как будет? Конец разработки и начало репризы. Так. А теперь я вам покажу завершение первой части. Как и биткоин, он широко использует коды. И код у него – это то, что говорит о главном в данной части. О самом главном. Так вот, сейчас, минуточку. Во-первых, что эта часть лирико-драматическая, хотя здесь, понимаете, есть и трагедийность, и героика, но ведущие образы лирико-драматические. Но, как у биткоина, это код о том, что борьба не закончена. Это первый этап. И, кстати, еще один аргумент в пользу тех, кто говорит, что симфония не окончена. Так вот. Сейчас попробуем показать. В начале коды тоже будет звучать тема выступления. Дождь, наверное, будет листать. Мрачно, печально, безысходно. Потом
когда вы будете изучать симфонии Брамса, Малера, Берлиоза, Чайковского, к примеру, из русских симфонистов, то вы почувствуете, какое сильное влияние на их музыку оказал не только Бетховен, что естественно, но и именно Франц Шуберт. Вот этой своей лирикой, напряженным выражением отчаяния. Есть симфонии, которые изучать не будете, но которые являются тоже продолжателями традиции симфонии Шуберта. Я говорю о симфониях Мендельсона и Шумана, к примеру, симфониях Антона Брукнера, другого великого австрийского симфониста. И вот теперь вторая часть. Шуберт продолжает традиции Моцарта и Бетховена в том, что также стремится к сильным контрастам между частями. Здесь контраст по всем статьям. Во-первых, образ эмоциональный. После этой отчаянной, трагической, кричащей о помощи музыки, музыка нежная, светлая, спокойная. Я говорю о начале второй части. Безмятежная. Музыка идеального мира, где все хорошо, где нет тревог, забот, волнений, где хочется забыться, и можно забыться. Контраст колоссальный и тональный. После си минора ми мажора. Ми мажор, тональность си минора очень далекая. Это тональность не первой степени родства, а второй. Такого классицисты не делали. Все тональности в их симфониях, сонатах тональности первой степени родства. Шуберт тоже романтик. Он стремится к большей красоте. Она, разумеется, медленная. Поэтому контрдвижение. И еще, во второй части мы не ощущаем метра, пульсации. Музыка плавно, свободно течет. Потому что образы второй части это не только лирические, это не только лирика светлая, счастливая, безмятежная, это еще музыка эпическая, повествующая, рассказывающая. И еще музыка очень даже пейзажная. Форма второй части, как и у Моцарта, тоже сонатная. Это с Моцартом сближает. Но это еще не все. Вспомните симфонию Моцарта номер 40, вторую часть. Вспомните, какое там начало. Тоже светло, тихо, безмятежно. И потом вдруг в разработке кипят такие страсти. Думаешь, боже мой, мы-то думали, здесь придем в себя, отдохнем, а здесь та же борьба продолжается. Вот примерно так поступает и Шуберт здесь. Начало экспозиции этой части. Тихие, счастливые, безмятежные. Но постепенно возникнет некоторые волнения, но не более. А в разработке опять страсти, кипение, борьба, отчаяние, мольба. Он мощный драматик Шуберт. Но повторяю, по экспозиции это не скажешь. Здесь две темы, обе темы лирических. Эти темы, в общем-то, не контрастны между собой. И главная и побочная тема. Так, сейчас я вам изображу, беда. А нет, есть. Замечательно. Позвольте, чтобы не мучиться по партитуре. Здесь кусочек сыграю по клавиру. Так, Моцарт, Шуберт, 168. Песни, песни, песни. Вот она. Есть такая партия. Первая часть, вторая часть. Итак, тихо, спокойно. Отсутствие, повторяю, пульсации в этом смысле метра нет. Метр это не просто размер указанный у ключа, это чередование сильных слов. Здесь нет. Все течет ровно, гладко, плавно. Начинается это вступление, которое превращается незаметно в основную тему. Выдержанные педали и плавно спускающийся бас. Виолончели, контрабас, играющий пиццикато. Вот. Да, тактика. Потом такой прием будем встречать и у, повторяю, Брамса, Малера, Чайковского. Все тихо, все замечательно. И вот когда доминант решается, тонику, и начинается, собственно, главная тема. Удивительно светлая, безмятежная, ласковая, нежная и очень пейзажная, пасторальная музыка. Сейчас мы... Повторяется. Спасибо. Вот главная тема. Итак, музыка и пейзажная, музыка рассказывающая, повествовательная, музыка лирическая.
Побочная партия, тональный до диез минор, параллельный минор, романтики любили торцовые отношения. Вот здесь возникает легкое волнение, некоторое беспокойство. Господи, у кого это не меня, надеюсь? А нет, это не мой гудок. Легкий трепет. Сама мелодия, тоже большое дыхание, распевные долгие звуки. Вот она. Но волнение придает вот что. Фактура и ритм нижних голосов. Сплошные синкопы. Вот. И чем дальше, тем больше он делается взволнованный, то есть возникает порывистая лирика. Прозвучала побочная партия, опять, простите, не вам даю, спасибо. Так вот, опять нашли? Хорошо. Возвращается начало состояния главной партии, покой, и мы опять, все хорошо. Это было ненадолго, это были временные трудности, как говорит герой кинокартины. А потом начинается разработка, и начинаются страсти а-ля Моцарт. Но, я сказал только, сейчас с большим эмоциональным напряжением. Итак, вторая часть. Пасторальный характер, вот еще звучащая фраза у Валторн. Связующая партия. Он здесь тоже аккуратно повторяет свою экспозицию, как было принято тогда. Жаль, конечно, что он это делает, но у каждого свои законы. Так, сейчас на начало разработки перейду. Да где ж ты, братец? Он и выписывает полностью. Ну ладно, слушаем так же. До диез минор. Побочная партия. Здесь тем уже не струны излагают, духовые деревянные, заметьте соло, поэтому печально, одиноко, особенно грустно. И очень камерно звучит, как будто не оркестр играет, а небольшой ансамбль с 5-6 инструментов. Солирующий кларнет и струнный квинтет.
хочу подчеркнуть, это тоже неожиданно. Здесь Бетховен, простите, Шуберт пошел дальше Бетховена. Итак, обратите внимание, каким было начало этой партии. Да, просто грустно, печально, какой конец. И конец этот побочной партии стал результатом развития, которое происходит уже здесь же. То есть Бетховен начинает развивать материал в разработке обычно. Шуберт делает уже здесь. И проходит колоссальную дистанцию. От «За здравие» до «За покой». Просто печально. Здесь отчаяние, трагический, как крик о помощи. И в этой экспозиции, в этой побочной партии появляются трагедийные и героические образы. Теперь вспомните само начало второй части. Кто это мог предсказать? И близко не было этого. Мир, тишь, спокойствие, благодать, гармония. И вдруг такое. Вот потому, хотя здесь только две части, но она имеет полное право называться как симфония цирковая Моцарта, лирико-драматическая, потому что вот это содержание драматическое, трагедийное в каждой части, не только в первой. А вот теперь с этого же места слушаем дальше. Потом Чайковского потом ходы услышите спустя лет 30-40, даже 40-50. И реприза. Так, теперь. А теперь я вам покажу кусочки из 9-й симфонии. Изучать вы не будете. Но повторит Великая симфония. И пока мир не открыл 8-ю симфонию, для всех великой и, собственно, единственной, достойной внимания Шуберта была симфония номер 9 «Си-дур», она же Большая симфония. Она очень не похожа на 8-ю. Как помните, у Моцарта не похожа друг на друга 40-я, та самая, лирико-драматическая, да? Извините. Да-да. 9. Да, не все. Вы потом ко мне подойдите, пожалуйста, в 208 класс, хорошо? Да, пожалуйста. Так вот, как не похоже 40-я и 41-я, так и здесь и Шуберта. Но здесь особенно проявляется вот что. Шуберт, я вам говорил, любил, хорошо знал, придумывал, импровизировал, сочинял бытовую музыку той эпохи. Развлекательную музыку, поп-музыку. Песни, танцы. Ведь это же не мыслится как музыка высокая, серьезная, нет. И поэтому в его симфониях не только много песенных тем, похожих на песню, вот, но и вообще черт других жанров, развлекательных, танцевальных. Напомню, тогда Австрия, как и Европа, танцевала и вальсы, и лендлеры, и польки, и экоссезы, и мазурки, и галопы, все это было. Так вот, отголоски этих бытовых жанров буквально пропитывают симфонию номер 9. Ее можно назвать поэтому лирико-жанровой симфонией, в большей мере даже жанрово-лирической. И вот там не ищите ничего драматического, героического, трагедийного, нет. Это последняя симфония. Кстати, любопытно, если сказать симфонии, то не ждал такого близкого и ужасного конца Шуберт. А если слушать его «Зимний путь», то ждал. Вот такие противоречия возникают в творчестве. Итак, кусочки симфонии номер 9. Симфония Си-дур, она же Большая симфония. Это 27-й год. Лишь через 3 года появится первая Великая симфония Берлиоза. Вот еще молодые очень люди, не пишущие симфонии, ни Шуман, ни Мендельсон. Заметьте, начинает валторна. Что из этого? Ну, во-первых, опять же, валторна вызывает ассоциацию с музыкой природы, лесовых гор, музыкой пейзажной. Но это еще не все. Здесь валторна звучит как музыка, напоминающая
не только охотничьих, но и рыцарских рогах, которые мне создавали только на турнирах, на боях, на схватках. Здесь Шуберт создает иллюзию, погружает нас в эпоху Средневековья и начинает рассказывать об этой эпохе. То есть здесь очень большое место занимает образы эпические, повествовательные. Напомню, романтики увлекались стариною, а Шуберт не был исключением. Если он привлекала далекая эпоха, до барочная, до ренессансная даже. Потом это много будет у Брамса, Брукнера, Малера, если брать европейских симфонистов. Такой музыки много будет у Шумана, у Мендельсона, музыки рассказывающей, повествовательной, эпической музыки. Вот отрывочек второй части. Анданте кон мото. Заметьте, одновременно и танцевальные, и маршевые ритмы. И мелодия. И танцевальные песни одновременно. И хотя эта часть медленная, музыка здесь в значительной мере скерцозная, шутливая. Кстати, называют еще и большой, потому что она длится-то чуть меньше 9-й симфонии Бетховена. Она длится 50 минут. Это очень много. Столько не длится ни одна из бетховенских, кроме 9-й, и ни одна из моцартских симфоний, уж не говоря о гайдновских. А теперь скерцо, третья часть. Но здесь он хоть хорош, но менее необычен. Это напоминает в большой мере Бетховена, это скерцо. А вот финал.
же серединка, в этой же части. Я напомню вам, что Шуберт фантастически плодовитый композитор. Вот, к примеру, Людвиг ван Бетховен, он написал около 130 опусов. Например, что опусы могут входить несколько произведений. Например, в некоторых опусах по 3-4 сонаты. Верно, чтобы вы знали, что такое опус. У Шуберта около 600 опусов. Не произведений, опусов. Это фантастическое количество. Вот в наши дни, например, у Прокофьева было около 150 опусов. Это очень плодовитый композитор. У Стравинского тоже примерно. У Шуберта, прожившего, вы помните, 31 год, вы сами понимаете, не из пеленок начавшего писать музыку, немногим помладше вас. Вот такое фантастическое количество. Удивительно много. Удивительно яркой, богатой музыки. Теперь, поскольку симфонии, хотя и ведущий жанр, но не единственный, есть у него еще и увертюры, я вам покажу отрывочек из... Сейчас, минуточку. Так, да где же вы, ребята? Куда же там увертюра-то? А вот увертюра. Вот увертюры известные у него. Да, еще, чтобы оценили, каково это писать музыку, не слыша ее. Вот эти симфонии, 8 и 9 он так не слышал, их никогда никто не играл. Как и его увертюры. Писать, да, конечно, представляя внутренним слухом, что остается, но потом не услышать, не проверить, не изменить, не уточнить. Это безумно трудно. Другого, вероятно, руки опустились. Итак, вот, да. Увертюра в итальянском стиле, так называется. Alla Italiano. Так. То есть она не программная, как у Бетховена. Если бы вы слышали не только одну увертюру к сельскому цирюльнику Джоаккино Россини, а и другие, вы сразу почувствовали сходство с итальянской музыкой увертюры. Очень а-ля итальяно. А вот увертюра программная, называется Фьерабрас. Фьерабрас — герой комедии. Соответственно, этому... Сейчас услышите. Очень романтическая музыка. Тут вспоминается Вебер с его вольным стрелком Фрейшицем. Вот это совершенно самобытные произведения. А дальше опять эпическая повествовательная музыка и одновременно пейзажная. Так, теперь особую ценность имеет поздние песни Шуберта. Они все стали знаменитыми. Среди них упомянутая песня «Форель», «Серенада», «Вечерняя серенада», «Баркаролла». Это то, что поют многие певцы. Это то, что переложено для разного рода инструментов, ансамблей.
Этими песнями восхищался Ференц Лист, и многие великие песни Шуберта превратил в фортепианные пьесы, сделав сложные виртуозные приложения. Это приложение для струнных, камерных ансамблей, в общем, ленивый только не играет. И здесь даже давно сделали и поп-музыку, и так можно сказать. Но вот если серенаду он показывал в прошлый раз, то сегодня покажу некоторые другие песни. Сейчас, минуточку. Только что открывал, а мы сделаем вот так. Где? Итак, напомню вам о хит «Форель», мелодию с которой он использовал в своем квинтете и назвал поэтому «Форелин квинтет», то есть квинтет на тему этой песни «Форель». Я понимаю, что живьем вы могли не видеть форель, но можете прийти в якутский магазин, там лежит замороженная форель, и представить, рыба это горная, ну вернее, настоящая форель в горных речках, поэтому любит чистую холодную воду, холодная, заставляющая быть живой, очень подвижной. Ну, если у нас свои деликатесы, у европейцев свои, поэтому самая лучшая рыба на столе праздничном – это форель. Ни карпа, ни что-нибудь такое. Вообще, конечно, любимая им стихия. Вода, горный ручей, движение. То, что Шуберт прекрасно воплощал. Другая знаменитая песня, я ее упоминал, но чтобы не повторяться, я уточню. В прошлый раз я вам включил песню «Аве Мария». Угу. Хорошо, послушаем кусочек. Повторяю, существует сотни обработок, сотни исполнений самых разных, что уже много лет музыканты не могут пройти мимо этой музыки. Великая музыка. Особенно те музыканты, у которых настоящие большие певческие голоса, большого диапазона, яркого дыхания, то есть хорошего дыхания большого. Шедевры лирики. Одна из величайших песен истории музыки. This thou canst never be.
Или вот, да, та же самая песня, просто, думаю, любопытно будет сравнить очень непохожее исполнение. Слава Богу, великих голосов было много, поэтому любой, у кого был голос хороший, пел эту песню. Но безголосые, естественно, не трогали, боялись, что здесь можно опозориться. Это поет мальчик, которому было, дай Бог памяти, 12 лет, когда он это пел. Да, еще он итальянец. Поэтому и особый тембр голоса и произношения. Среди знаменитых песен Шуберта, у меня, кстати, есть не все записи, у нас в медиатеке не все. Ну, вы знаете, песен немного, а у нас, дай Бог, парочка сотен будет, их 600. Есть еще песня «Странник», «Wanderer» по-немецки. «Wanderer». Так вот, эту песню он также использует как тему для своего знаменитого произведения ансамблевого, вернее, для фантазии «Странник». Мы переводим на русский это слово как «странник» и как «скиталец», поэтому «скиталец», «странник» одно и то же. «Wanderer» – «скиталец», «Wanderer» – «странник». Вообще тема странничества и персонаж, герой-странник, очень типичный для романтического искусства, для романтической поэзии. Поэтому такую фигуру встретите и в русских романсах и песнях, и в фортепианных лирических пьесах Эдварда Грига, очень многих композиторов. А романтики сами считались такими вот странниками, неприкаянными, которые нигде не находили места, не находили понимания, поскольку личности они были необычные. Вот сейчас послушаем, у меня нет записи самой песни, но у меня есть, сейчас минуточку, где это, запись этой фантазии. Это одно из великих произведений. Так. И вот послушаем фантазию «Странник», чтобы вы знали о ней. Потому что он после Моцарта продолжает традицию обращения к жанру фантазии. Что будет делать потом Шопен, к примеру, Роберт Шуман, Феликс Мендельсон Бартольди. И еще, вот сейчас я включу дальше, вы будете слушать, но обратите внимание. Потом, когда вы будете изучать музыку фортепиано Роберта Шумана, я, например, слышу фантазию, поймете, насколько Шуман, как фортепиано композитор, много берет у Шуберта. Вероятно, был бы совершенно иным без этой музыки. Шубертовский стиль. Вот вторая часть «Странника». Дело в том, что это огромная композиция, разделена на 4 части, равная по размерам настоящей большой сонате. Но это другой жанр, другие формы, поэтому фантазия.
Вот третья часть. Вот финал. С Шубертом произошла такая любопытная вещь. В сознании многих музыкантов и любителей он рядом с фигурами, например, того же Мендельсона, Шумана, романтиков первых, кажется, мини-фигуры значительные. Чем-то вроде интермеца между последним великим акцистом Бетховеном и вот этими романтиками Шопеном, Шуманом, Мендельсоном. А есть музыканты, очень значительные музыканты, которые считали, что фигура Шуберта недооценена. Например, ставил на очень высокое место музыку Шуберта Игорь Стравинский, один из величайших композиторов 20 века. Вот сейчас есть, простите, умерший русский композитор 20 века Дессон Денисов, один из крупнейших композиторов последних лет 30. Так, или другой живой классик, теперь уже не нашей, а иностранной, то есть украинской музыки, Валентин Сильвестров, который тоже очень высоко ставит музыку Шуберта, считает одним из величайших музыкантов прошлого, и который сделал блестящие обработки, и не только обработки, написал ряд произведений буквально в его стиле, а-ля Шуберт. Гениально сделал. Вот поиграете или послушайте Валентина Сильвестрова «Богатели». То есть происходит возвращение к Шуберту и к его стилю, и переоценка его творчества, и использование его приемов, находок. Итак, девушки, прочитайте до конца главу о Франце Шуберте, разбор его 8-й симфонии, 8-й симфонии. Напоминаем, должны называть и части, и темы из этих частей. Здесь тем меньше. В первой части тема вступления, главная и побочная. Во второй части главная тема и побочная тема. А в следующий раз мы переходим к новой большой теме. Так, кстати, странно давно своих героев тоже вас ждет. Сейчас, минуточку. Сейчас вспомню, что у нас там на очереди. Да что-то. Так, и еще. Позади уже Вебер, Россини, теперь Шуберт. Ну и малая последняя часть творчества Людвига ван Бетховена. Поэтому, чтобы не накапливать материал, вам же будет труднее, в ближайшее время будет проведен аудиотест. Так. Да, мы переходим с вами к Эктору Берлиозу. Говоря по-французски. И будем изучать его. О, да. Еще одно занятие выпадает, а дальше по списку повторяется. У нас один урок приходится на 8 марта. Ощущение у нас. Мы еще не готовились, но все приходится платить, я даже не тоже. Так вот. Вот означает следующее, что следующий тест будет по опере «Синицкий цирюльник» и опере «Фрейшиц». Когда сегодня у нас 22, 29 не бывает, да, словно так. Фрейшиц. Так. Ну, давайте тогда, девушки, 1 марта. Потому что потом будет море симфонической музыки, а потом будет океан вместе с океаном. Да, аудиотекст. Так что будьте готовы.